Это программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Пилотный проект «Прямые выплаты» стартовал в нашем регионе в начале прошлого года. И сегодня итоги работы проекта за первый год мы подведем с гостем нашей студии. Это управляющий региональным отделением Фонда социального страхования России по республике Марина Герман. Марина Евгеньевна, здравствуйте. С 1 января прошлого года региональное отделение фонда перешло на проект «Прямые выплаты». О каких преимуществах можно говорить, какие преимущества показал этот пилотный проект? Здравствуйте, Иван. Преимущества перехода по прямым выплатам очевидны для всех участников процесса, как для получателей всех выплат, так и для работодателей. Если говорить о преимуществах для работника, то это независимость от финансового положения работодателя, обеспечение правильности и своевременности начисления выплат. Работник может самостоятельно выбрать способ получения пособий либо на карту МИР, либо на банковский счет, либо почтовым переводом. Ну и, конечно же, уменьшается вероятность ошибок при начислении пособий. Это когда делает работодатель. Для работодателя это снижение нагрузки на отвлечение собственных средств, но и также при проверках Фонда социального страхования для работодателей сейчас уменьшился, конечно же, объем. Следует отметить также, кроме того, что сама система прямых выплат и то программное обеспечение, с помощью которого мы осуществляем выплаты, доказали, что в каких бы условиях не находился работник и как бы ни складывалась в стране социально-экономическая ситуация, прямые выплаты, сама система позволяет решать поставленные задачи. Я напомню, что в начале года 2020, когда только начиналась пандемия, для граждан, въезжающих в Российскую Федерацию из тех стран, где уже был обнаружен COVID-19, с помощью системы прямых выплат были осуществлены дистанционно выданные электронные листки нетрудоспособности, а также было выдано пособие по карантину. Далее, когда уже были введены режимы самоизоляции по гражданам 65+ и старше, и также для хронических лиц заболеваний, то прямые выплаты также нам позволили выплатить пособие по временной нетрудоспособности для этих граждан. Прошлый год завершен, итоги уже подведены. Расскажите, как известно, все-таки львиная доля расходов регионального отделения фонда соцстрахования приходится на пособия. Вот в рамках этого пилотного проекта «Прямые выплаты» за минувший год сколько перечислений было произведено, и если не секрет, то на какую сумму? По всем видам пособий, которые выплатили мы в 2020 году, я напомню об этих пособиях. Это по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, в старшем, в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие до 1,5 лет, а также компенсации работодателям по социальному погребению, по предупредительным мерам. И вот этих выплат было осуществлено на сумму более 10 миллиардов. За последние годы эта сумма у нас увеличилась в 2020 году в 2 раза. Если говорить о количестве пособий, то было назначено 490 202 пособия за весь период. Но учитывая всю положительную очевидность этого пилотного проекта, все-таки какое количество работодателей и работников затронул этот проект? Если говорить о получателях до 1,5 лет, то есть это наши мамочки, которые ежемесячно получают выплату по уходу за ребенком до 1,5 лет, ежемесячно таких получателей у нас более 9,5 тысяч. Если говорить о страхователях, то есть о работодателях, которые подают документы, а их у нас зарегистрировано в региональном отделении более 26 тысяч. Так вот, из тех, которые зарегистрированы, страхователи у нас более 6 тысяч направляли реестры в 2020 году. И получили выплаты 151 тысяча человек, то есть работающих.
Сегодня все выплаты выплачивает напрямую сам фонд. Раньше деньги начислял работодатель, а потом уже с фондом производил взаимозачет. В этом случае ответственность работодателя очень высока. Все-таки тщательно нужно проверять и документы, которые они подают, и не затягивать, самое главное, со сроками, чтобы работник мог получить выплаты вовремя. Скажите, за все-таки несвоевременное предоставление этих данных в фонд работодатель несет ответственность? Если да, то какую? Действительно, при переходе на прямые выплаты ответственность работодателя присутствует, и она закреплена административным кодексом. Страхователь несет ответственность за непредоставление либо несвоевременное предоставление сведений или документов, служащих для назначения выплат. Далее, если заявление от работника поступило работодателю, в установленный срок работодатель обязан направить его в региональное отделение вместе со сведениями, служащих основанием для выплаты. И, естественно, осуществляется контроль, и будет осуществляться контроль со стороны Фонда социального страхования и проверки уже за 2020 год. Региональное отделение начнет в 2021 году, во втором полугодии. Вот если посмотреть на выплаты прошлого года, то какой способ все-таки более предпочтителен для жителей республики? Это банковская карта, почтовый перевод или все-таки счет в банке? Мы проанализировали ситуацию по 2020 году, и можно сделать такой вывод, что 49,3% выбирают банковскую карточку, 49,7% выбирают у нас получатели карту МИР, и менее 1% остается на почтовые переводы. Следует также отметить, что пособия по материнству должны были перечисляться только на карту МИР. Но в связи с тем, что пандемия вносит свои коррективы в работу банковских учреждений и самих работодателей, то этот срок продлен сейчас до 1 июля 2021 года, то есть граждане могут получать пока еще пособие по материнству и детству, кроме карты МИР, Так получилось, никто не ждал. Реализация проекта на территории республики совпала с пандемией и, безусловно, нагрузка на работников регионального отделения фонда увеличилась. Это и оплата больничных лиц, работающим гражданам старше 65, и специальные выплаты медицинским работникам. Как удалось справиться с таким большим объемом работы, и можно ли говорить о том, что фонд полностью адаптировался к сложившейся ситуации и в дальнейшем препонов не будет абсолютно никаких? Помимо тех объемов, которые я уже озвучила, да, что сумма была выплачена более 10 миллиардов рублей всех пособий, нужно говорить еще о тех обращениях, которые поступают как в электронном виде, так и лично сами застрахованные и работодатели обращаются в региональное отделение. Так вот, за 2020 год таких обращений было более 5000. И, конечно же, все эти документы были обработаны. Нагрузка возросла в связи с пандемией, потому что помимо тех выплат, которые мы обязаны были выплачивать, добавились еще у нас две категории, которым выплачивались в связи с пандемией. Безусловно, работа организована была слажена, специалисты понимают свою ответственность и высокую важность, что нужно выплачивать в срок, и с поставленными задачами мы справились. Мы можем сказать уверенно, что республика и все работодатели, а главное получатели, адаптацию прошли успешно, и это благодаря колоссальной поддержке органов исполнительной власти республики, глав муниципальных образований, потому что была проведена огромнейшая подготовительная работа. Ну и уверены, что мы можем решать и дальше поставленные задачи. Но я больше чем уверен, что так и будет. Марина Евгеньевна, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего доброго. Это была программа «Актуальное интервью». Итоги работы первого года проекта «Прямые выплаты» мы обсуждали с нашим гостем. Это управляющий региональным отделением Фонда социального страхования России по Якутии Марина Герман. Берегите себя, обязательно носите маски и соблюдайте дистанцию в общественных местах. До встречи в эфире.